Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик, получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. В чем вас ждет победа в ближайшее время? Если вам тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. В чем меня ждет победа в ближайшее время? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы, послать для вас самую лучшую, самую важную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, в чем ждет вас победа в ближайшее время. В чем ждет вас победа в самое ближайшее время. Так, да. Победа будет в любви, в отношениях. И смотрите, у кого-то будет прям такое продвижение конкретное вперед. Но да, давайте по порядку. Давайте вот снизу и вверх я буду идти. Первое. Смотрите, что происходит. Во-первых, у вас совсем скоро исполнится какая-то ваша маленькая звездочка, какая-то ваша мечта. Пусть это будет и маленькое ваше желание, пусть оно будет не самое там розовое и заветное, но тем не менее, вас это очень порадует. Скорее всего, оно будет связано с людьми, с общением и либо с чем-то, вот да, вы благодаря каким-то коммуникациям, либо благодаря своим способностям вы исполняете свое собственное желание. Например, вам нужно выиграть в суде. Да? Вы идете, выигрываете. Вам нужно получить какой-то важный документ. Вы идете, его получаете. Причем без всяких проблем, без всяких хлопот и без всяких вот таких неприятных, прям такие для вас скользких моментов. Смотрите, у вас здесь есть меч, да, сабля даже, так сказала. Причем сабля такая с двойным клинком. Здесь вы одним таким махом, да, решите каких-то два важных дела. Может быть, связанное с вашими, скажем так, тут острая ситуация, да, может быть конфликтные ситуации, может быть ситуации с оппонентами, с конкурентами. То есть вы просто такие, я не знаю, одним словом сразу, как говорится, двух зайцев, да, убьете, потому что у вас, я не знаю, какой-то талант красноречия, да, и вот прям вы коммуникатор прекрасный. Я вижу, что вы умеете красиво плести, либо у вас вот именно вот все сложится, да, что вы прям такую витиеватую речь скажете, да, что все просто обалдеют, да, и все вопросы сами собой отпадут. А здесь, конечно же, вы будете на высоте, здесь ждите, что вам будут признаваться в том, что вас обожают, любят, и что вы достойнейший человек, да, и все стремятся к вам, быть с вами вместе, с вами общаться, дружить, там, любить, войти в ваш ближний круг. Вот. Поймете, что за ваше внимание люди и в вашей семье, и в вашем окружении конкурируют, да? Кому достанется больше вашего внимания и кто с вами может больше провести своего времени. Вот такая прекрасная ситуация здесь вышла. Так, смотрите дальше, в чем вас ждет победа еще. Здесь у вас идет дороги, скажем так, возможно, будет какой-то конфликт, связанный, я не знаю, вот с любовью. Тут маленькая чаша, у нас любви идет. Маленькая чаша и два человека. Один, скажем так, дает, другой берет. Вот за это, может быть, либо уже произошел, да, я вижу, что будет примирение, я вижу, что будет достаточно серьезный разговор. И опять же таки, да, ваши коммуникаторские способности вам очень хорошо помогут. Вы настолько сможете доходчиво объяснить свои претензии, вы настолько сможете вот прям таки пробить это дно, что ваш партнер, ваш оппонент, да, он примет вас без всякого, да, вот просто скажет: все, сдаюсь, я все понимаю, почему раньше, там, например, ты мне не говорила, либо молчала, я был во всем неправ, вот, пожалуйста, простите, и давайте забудем, да, начнем заново. Здесь будет прям такая грандиозная победа в любви. Здесь вот две чаши, да, они
опять сойдутся, понимаете? Возможно, у кого-то будет примирение с бывшим человеком любимым. Возможно, вы были на грани, например, там, развода, либо уже в бракоразводном процессе. Я вижу, что вы сможете договориться. Договориться на ваших условиях, на условиях того человека, кто смотрит отсыпочку. И опять же таки, вы блистаете, вы на высоте. Вы понимаете, что у вас есть этот дар, есть способность. Возможно, очень долго она вас дремала. Возможно, вы сами в себя не верили. Но вот я вижу, что как коммуникатор, как спикер вы будете на высоте. Просто-таки на высоте, и в этом вас действительно ждет большой успех, и мало того, еще и признание, прям будут так вам люди говорить, что прекраснейший, браво, просто браво, аплодируем стоя, насколько вы человек вот способный красиво говорить, не попусту, да, разводить там из пустого в порожнее, а именно по сути, по делу, давать просто прекрасные советы. И у вас, кстати, на этой почве, вот если вы работаете там в обществе, ну, например, вы не фрилансер, либо человек, который вот дома там, да, сидит, чем-то занимается своим каким-то делом, да, либо вы там человек, который вот именно в офис, да, идет офис, много людей, либо там, ну не знаю, где общество у вас есть, там вас как будут продвигать, причем на какую-то вот лидерскую позицию, да, начальник отдела, может быть там начальник смены, я знаю, там бригадир, вот, то есть вас будут продвигать именно на руководящую должность, потому что вы пользуетесь авторитетом, вы знаете как, вот как будто бы вы вот человек молчун, да, который очень долго молчал, и вот человек заговорил, и все, как говорится, обалдели от ваших коммуникаторских способностей. Здесь именно вы займете свое место, прям займете. И, ну, если вы до этого отказывались, да, либо стеснялись, мало ли как оно бывает, я вижу, что вы поймете, что это ваше, что отказываться бессмысленно, а если вы будете дальше сидеть молчуном, то ничего хорошего в вашей жизни происходить не будет. То есть вы будете видеть, скажем так, не совсем умелых людей, да, там, дилетантов, назовем их так, да, которые, ну, кичатся там какими-то, может быть, связями, может быть, своими, там, не знаю, там, бумажными знаниями, а по факту ничего из себя не представляют. И вы как будто бы уже немножечко тоже устали перед такими людьми там кланяться, и знаете, что вы намного способнее человек. Знаете, я вижу, что вам захочется быть лидером, и лидером вы станете. Тут, как ни крути, именно идет победа в первую очередь над собой, когда вы разрешаете себе быть свободным человеком, говорить то, что вы думаете, чувствуете, как это все вы видите. Плюс вы разрешаете признание. Вот что идет. Так, мои дорогие, смотрите, у вас здесь дом. Вышел ваш собственный дом, и в доме у вас, ну, партнерство. Партнерство здесь 2 человека, 2 горошинки. Я вижу, что придется вам поработать, конечно, но если вы видите, да, смотрите, ваша горошинка, она как будто бы такая в тумане, да, а горошинка вашего партнера, она очень светлая. Что это значит? Это значит, что вам немножечко придется обуздать свои амбиции. Понятно, что вы человек умный, смекалистый, вы человек-лидер и по натуре, и по факту, но ваш партнер не принимает этого. Вот в принципе, да, зная, что это правда, не принимает. И я вижу, что вы вот немножечко придется вам себя завуалировать, да, что вы станете немножечко такой вот, как серый кардинал, да, все будете решать, но как бы у вас будет видимый лидер в отношениях, да, и это не тот, кто на самом деле лидер. То есть это ваша роль. Она вас, в принципе, устроит, потому что вам не важно, носите вы корону либо нет, вам важно, чтобы все происходило по-вашему, потому что ваше — это и есть истина, это и есть правда. Понимаете, вот такая ситуация. Я вижу гармоничные отношения в семье, в браке, причем настолько гармоничные, что будьте аккуратны, поменьше рассказывайте о том, что происходит у вас в семье, чтобы не вызвать зависть. А зависть может быть очень сильная. Вам и так очень сильно завидуют. Потому что, ну поверьте, не каждый человек умеет так красиво изъясняться. Не каждый человек обладает такой мудростью. И не каждый человек может вот такие карьерные скачки делать, понимаете? А если еще узнают, что у вас и дома прям ту-ту-ту, все хорошо, то люди просто там, не знаю, от зависти околеют, да? Почернеют просто от
зависти. Ни спать, ни есть не смогут. А такие люди есть. Вот с вашей стороны есть люди, которые постоянно пытаются заглянуть. Видите, два человека прям пытаются заглянуть, что у вас происходит в доме. Прям заглядывают в вашу жизнь, в вашу постель, не знаю, там на ваш стол, да, что вы кушаете, что вы делаете. Прям такие интересующиеся. Это, кстати, две женщины, которые, возможно, вы с ними общаетесь, дружите, подружки могут быть, может быть, коллеги, может быть, соседки. То есть прямо расспрашивают, прямо без стеснения могут расспрашивать, что происходит. Не надо, не рассказывайте. Или говорите там общими фразами, да, как у всех, да, обычно, ничего интересного, да. То есть вот такими общими фразами, и не позволяйте, чтобы о вас много кто-то что-то знал, потому что это будет, прям таким зависть идти. Зависть, которая может вам, пусть она не сразу, да, но такой маленькой токсичной струечкой будет входить в вашу жизнь и понемножечку отравлять все вокруг. Так что, мои дорогие, лучше от этого подальше держаться. Так, смотрите, у вас еще в победах, именно в ваших победах, здесь два дела, две птички, две хорошие новости. Две хорошие новости. Одна из вашего прошлого птичка летит, а другая из вашего будущего. То есть благодаря вам, вашему труду, вашим вложениям, вот в прошлом, да, что-то вы делали в прошлом, вам придет весточка, что вы получили победу, что вы получили признание, призвание, там, не знаю, денежку, может быть, наследство, может быть, я не знаю, там дивиденды почему-то вы получаете. То есть либо просто, да, человек там появится, скажет: вот ты была во всем права. Да, благодаря тебе, твоим там советам у меня там то в жизни случилось. То есть в любом случае идет именно тут, как и награда, и добрые слова вам идут из прошлого, понимаете, по вот этой птичке. А в будущем тоже у вас птичка летит. То есть то, что вы делаете сейчас, обязательно даст прекрасный результат, который вам еще предстоит, да, вкусить, как говорится. Мои дорогие, я, если честно, вот этот песок мне очень нравится, потому что я здесь вижу человека, который себя сделал сам. Мало того, что сам себе сделал, еще и не боится. Не боится себя показать таким, как есть. Знаете, очень много людей себя губят тем, что они либо с головой уходят в какое-то дело, либо наоборот они всю жизнь в себе сомневаются. Здесь вы молодец. Здесь я вижу, что вам нелегко в прошлом пришлось. Вы принимали долго это решение, быть вам публичным человеком, не быть публичным человеком. То есть там были споры, очень достаточно жесткие споры именно внутри себя. Но вы выбрали правильный путь, с чем я вас и поздравляю. Мои милые, здесь я вижу, у вас еще будет победа над обстоятельством. Что-то от вас будет закрываться и прятаться. Вот какое-то дело, может быть путешествие, может быть дорога какая-то. Больше мне, конечно, идет с дорогами дело связанное. Вот как будто бы вы планировали, да, и дорога вам закрыта. Вы идете с другой стороны, там тоже вам дорога закрыта. Но я вижу борьбу. Борьбу с системой, либо с человеком. Вот с кем-то вы будете бодаться и бороться. И знаете, вы выйдете победителем из этой ситуации. Да, конечно, потребуется много от вас энергетики, много сил, много эмоций. Но, знаете, если вы выиграете это дело, вы получите просто, я не знаю, там комбо удовольствия вдвойне, втройне. Вот такое придет к вам, прям именно радость от вашей победы, потому что вы будете добиваться этого не только для себя, но и для своих близких. Мои милые, мне песок ваш понравился. Желаю, чтобы все у вас было замечательно, чтобы вы были в этом же хорошем боевом настроении, и чтобы все самое лучшее и самое приятное поскорее постучалось в вашу жизнь. На этом все. Мое гадание закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.